Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, пожалуйста, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие, добрые, сердечные комментарии. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Его мысли, его чувства и его намерения по отношению к вам. Если это интересна вам тема, посмотрите на песочек, подумайте о своем любимом человеке, либо о том, кто вам нравится. Представьте его мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Какие у тебя мысли обо мне, какие чувства ко мне и какие у тебя будут действия ко мне. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию для вас. Давайте же посмотрим на загаданного человека. Что у него в мыслях, что у него в чувствах и что будет. Да. Ну что, любовь у него тут вот прям как ни крути. Смотрите, какая полная чаша, просто полнейшая, через край. Чувства очень такие, знаете, прям яркие и свежие. Знаете, вот тут даже такое впечатление, что это как новые отношения, новая встреча. Либо вы настолько поддерживаете эти отношения, либо вы действительно только недавно начали вместе, например, там жить вместе, либо встречаться. И этот человек однозначно влюбленный мечтатель, который просто днем, не знаю, работает, да, а потом, пока он доедет до вас, он уже там все перемечтает, подготовится, там пытается вас удивлять, пытается как-то вас вдохновлять, не знаю, тут восхищать. То есть этот человек очень сильно вас заинтересован. И этот человек думает о вас просто 24/7. И даже когда вы вместе, он все равно думает о вас. Знаете, когда вот между вами интимная близость, у кого она есть, а вот он, ну скажем так, он очень сильно беспокоится, чтобы там не ударить в грязь лицом. Он очень сильно беспокоится, чтобы вам было хорошо. И он прям напряжен. Вы можете это чувствовать, да? Вот прям напряжение у него есть. Это все потому, что он, ну так, знаете, на вас залип, зациклен. И очень хотелось бы, чтобы вы себя прям чувствовали королевной, принцессочкой, звездочкой, да, то есть, ну, он для вас старается. Это так мило, когда мужчина старается для своей женщины, просто, ну, идеально, да, вот такие отношения. Если бы вечно это было, мы бы все женщины ходили бы счастливые. Знаете, у него в голове основные мысли о вас. Во-первых, вас удивлять и радовать. Вот, видите, вот человек просто в состоянии звезды, вот такой раскинул руки, он счастлив. Второй момент, это вот это беременность. Вот он думает, блин, как бы хорошо бы было, если бы она забеременела, как бы замечательно было, если бы у нас ребеночек родился, да, похожий там на нее, обязательно там девочка с такими же глазками, как у нее, такая же там красивая, улыбчивая. Понимаете, вот такие мечты у него. Даже если вы, например, уже не в том возрасте, когда хочется рожать, либо нет у вас таких планов, то он просто об этом мечтает. Да? Мечтать же не запретишь, он об этом мечтает. Чтобы у вас вот прям как было все как у всех, да, как у людей, чтобы был богатый, счастливый дом. Вот он постоянно вот так ложится, да, и мечтает. В голове у него там целые, не знаю, целые рассказы, миры отдельные, там, где вы вместе, там, где, я не знаю, там мы в средневековье, прекрасная леди, а он ваш там рыцарь, который спасает вас от кого-то, что вы там где-нибудь на обитаемом, необитаемом, вернее, острове. То есть здесь мечты у парня такие, знаете, тут полет фантазии еще тот. Ему бы книжки писать, да, было бы хорошо, он бы на это много заработал. Вот, но при том, что он весь такой романтичный, при том, что он весь такой сотканный из розовых лепестков и прекрасных тропических бабочек, на язык он не очень, он тяжелый на язык. Вот он об этом думает, он мечтает, он даже, кстати, может вам что-то писать, стихи или прозу, да, вот как-то красиво вот писать о своих чувствах. Но когда он вас видит, когда вы вместе, он просто цепенеет. У него такие глаза становятся большие, там со стороны в сторону смотрит, да, а как сказать о своих чувствах, как рассказать, вот у него не получается. Знаете, страх, во-первых, неуверенность в себе, во-вторых, страх, что вы его неправильно поймете, что где-то каким-то словом, либо жестом, либо действием он вас обидит. Понимаете, тут может быть, еще раз говорю, да, вот очень похоже на начало каких-то отношений, когда люди друг к другу еще там присматриваются, грубо говоря, не притираются еще, а присматриваются.
Также, может быть, вы, может, и долго вместе живете, но у вас отношения такие, они, ну, холодненькие, да, вот вы, может быть, сама такая холодная девочка, которая, ну, близко там к сердцу не подпускает, да, вы можете любить, вы любите, но вы не идете прям так вот, как вот, знаете, есть такие, да, там полностью душу раскрыла, все, Ваня, я ваша, любите, там, что хотите, то и делайте. Нет, это не про вас. У вас воспитание такое, вы такая интеллигентная, вы утонченная, да, вот как будто бы вы дама из высшего общества, да, которая, ну, скажем так, мирские страсти, конечно же, в ее жизни присутствуют, но они присутствуют, там, не знаю, там, в темной комнате, в ночное время суток, при выключенном свете. То есть вы себя блюдете, вот, скажем так. Это вы. Хотя на самом деле по вот этому полному бокалу я скажу так, что любовь у вас взаимная, чувства ваши взаимные. Кстати, здесь может быть ситуация того, что вы друг к другу только лишь действительно присматриваетесь, и между вами еще нет никаких отношений. И тогда я вижу, что у вас большой интерес к этому человеку, вы видите его интересным, он вам нравится, он вам симпатичен, он заходит в ваш интерес, а он у вас просто уже бредит, мечтает и желает, чтобы вот та пустая жизнь, которая у него была полностью скошена, да, и вот наполнилась по этому черпаку его жизнь любовью с вами. Вот о чем он мечтает. Знаете, здесь именно такой интересный момент идет, да, что человек, ну, он вами грезит, он вами бредит. Как он будет проявляться? Если вы просто встречаетесь, либо вы друг к другу присматриваетесь, он будет и дальше ходить и присматриваться. Он будет ходить, как такая хитрая лисичка, да, вокруг вас и выискивать какой-то подходящий момент. Что такое подходящий момент? Ну, чтобы не послали, да, и чтобы как-то можно было за что-то зацепиться. Вот у него какой-то план на вас идет, вот по этому рисунку, что типа вот ей понадобится помощь, а я раз такой появлюсь, я ей помогу, а она скажет, а как я могу тебя поблагодарить? А он скажет, а накорми меня там вкусным супом, да, либо пошли со мной в кафе сходим. То есть вот такой вот хитрый план, да, и мы так с ней завяжемся, у нас отношения пойдут, 5-10. Это если вы только вот друг к другу присматриваетесь. А тут мужчинка такой, знаете, с хитринкой. Боится получить отказ, поэтому будет делать по-хитрому. Если же вы в отношениях с этим человеком, но отношения ваши вот новые, да, только вы съехались, либо только вы начали встречаться, он будет вас изучать, он себе дал такую установку. Даже если мне что-то хочется спросить, сделать, я всегда буду смотреть прежде всего на ее реакцию, ждать от нее одобрения, а потом уже я буду что-то делать. То есть он себе поставил такую мысль, да, главное ее не вспугнуть, да, чтобы она с этих отношений раз и не выбежала. Если же вы уже давно с ним в отношениях, то у этого человека сложилось о вас какое-то прям такое субъективное мнение. Вы для него действительно такая далекая холодная звезда, невероятно прекрасная. Он прям, знаете, он у вас дозированно принимает. То есть он боится, что он просто с вами сгорит в страсти, в любви, и от него останется лишь только пепел. Настолько сильно вы на него влияете. Он иногда специально может от вас отходить на расстоянии нескольких шагов, чтобы просто сохранить себе жизнь. У человека невероятно на вас стучит пульс, да, прям у него такое сердцебиение идет, у него так наливается в трусишках, что, девочки, там пожар настоящий. Но тем не менее, он, не желая идти вразрез, например, вашим моральным устоям, либо вашему какому-то норме поведения, да, он не желает вот себя провоцировать на какие-то низшие инстинкты, не желает вас пугать, потому что вы для него очень ценная. Вы вот как человек, как источник энергии, вы очень ценная. Поэтому для него важно вас не потерять. Смотрите, у него в мыслях, что он будет делать? Ну, он будет смотреть, считывать вас. Вы его зовете, он идет. Вы его не зовете, он где-то там в стороне, да, в углу сидит, на вас поглядывает, сам не двигается. То есть этот человек каких-то активных прямых действий сам по своей инициативе делать, к сожалению, не будет. У него сейчас настроечка такая, да, вот он решил попробовать такую тактику. Возможно, раньше он вел себя по-другому. Возможно, между вами были какие-то, вот, кстати, может быть, между вами были споры, может быть, даже вы где-то расходились, может быть, даже между вами кто-то вставал, да, потому что тут вот такая вероятность была, вот с прошлого, да, кто-то мог быть между вами. Кстати, может быть, между вами сейчас кто-то есть, может, вы друг к другу присматриваетесь, а, например, у него есть жена, либо у вас есть муж, а может быть, даже вообще четырехугольник.
Здесь, вот он себе выбрал такую тактику, главное не вспугнуть. Он боится вас вспугнуть. Потому что вы для него очень важны, вы очень интересны, и он очень вас заинтересован. Так что, мои дорогие, ну, мужчина такой, да, вот он такой, у него свои заморочки. Мужчина, в принципе, неплохой. Будь он немножечко посмелее, вот, ну, буквально там, я не знаю, там, на 5%, да, то у него бы жизнь по-другому сложилась. И ваши бы отношения сложились бы по-другому. Он бы просто пришел бы вас, да, и украл. И сказал: все, моя навеки. А вам такой мужчина и нужен, вы о таком и мечтаете. Я вижу, что вы ждете от него каких-то геройств, какого-то вот прорыва, каких-то вот резких движений, чтобы доказал, чтобы показал, чтобы быть уверены, что да, этот мужчина меня не только желает, но и любит. С ним я буду как за каменной стеной. А он нет, он, вот видите, какими-то такими мягкими шажками ходит по запутанным тропкам. То есть мужчина интересный, с секретиком. Я не могу сказать, что он плохой, но, скорее всего, хитро сделанный. Да, вот моя бабушка про таких говорила, хитро сделанный и жуками называла. Но он тоже человек, да, имеет право позаботиться о том, чтобы ему тоже, как бы, извините, сердце не разбили. Знаете, у меня вот по этому песку такое чувство, что вот ваша любовь, она будет все больше и больше, и ваши чувства не только развиваются. Вы друг друга прорастаете, понимаете, вы единым целым становитесь. И чем больше вы соединяетесь, тем больше вы от друг друга наполняетесь. Понимаете, вот это та самая чаша, которая превратится в настоящую искреннюю любовь, которая и душу согреет, которая и в беде поможет, и успокоит, и приласкает. И это то счастье, когда люди живут душа в душу очень много лет. Вот у вас очень похожая история, и я думаю, что ваша история, она будет для многих примером, и в будущем, может быть, пройдет время, вы мне когда-нибудь напишите о том, что же это все-таки у вас происходило сейчас, да, и почему это все было так сложно и интересно. Так, мои дорогие, на этом отсыпочка закончена. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.